Матфея 25, 14. Mateja 25, 14. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Итак, известная довольно притча о талантах. Ļoti zināma līdzība par talantiem. Но я сегодня хотел бы предложить вам обратить внимание на следующую мысль. Bet es gribu piedāvāt jums vērst uzmanību uz tādu vienu detaļu. На сам принцип. Uz pašu principu. То есть Господь, Dievs, написано, stāv rakstīts. поручил нам свое имение. Viņš nodeva mums savu mantu. Написано, он призвал. Viņš stāv rakstīts, ka viņš saicināja, paaicināja. Здесь есть кто-нибудь призванный? Te kāds ir paaicinātais? Aicinātais. Некоторые, слава Богу. Daži. Paldies Dievam. Спасибо. Paldies. Кто не призван? Kas nav aicināts? Кто воздержался? Kurš atturējās? Угу. Ну, так бывает. В церкви всегда так бывает. Tā gadās, draudzē. И вот Господь призывает человека Tas kungs piesauc cilvēku и поручает ему имение свое. un nodot tam savu mantu. Имение свое. Savu mantu. Вы знаете, что Бог поручил каждому человеку на земле свое имение? Jūs zināt, ka Dievs uzticēja katram cilvēkam uz zemes savu mantu. Нет таких людей, Nav tādu cilvēku, которым бы Бог не поручил имение. kuriem Dievs nedotu un neusticētu savu mantu. Бог поселил человека в Едемском саду, Dievs ielika cilvēku ēdenes dārzā, в готовую среду, gatavā vidē, очень благополучную среду, ļoti labvēlīgu vidi. в Едемский сад, Ēdenes dārzā, в территорию без насилия, лжи, обмана, предательства. teritorijā, kur nav nodevības, slepkavības un melu. И Бог ожидал, Un Dievs sagaidīja, что человек будет распространять то, что Бог ему дал. ka cilvēks pavairos to, ko Dievs viņam iedeva. Распространять рай. Paplašināt paradīzi. Человек все испортил, Cilvēks visu sabojāja, конечно, не без помощи. protams, ne bez palīdzības. Были доброжелатели, которые помогли Адаму все испортить. Bija labvēli, kas Ādamam palīdzēja visu sabojāt. И вот 6000 лет прошло, в принципе, ничего не изменилось. Nu, lūk, 6000 gadi pagāja, bet principā nekas nav mainījies. Все еще остается поручение Божье распространять то, что Он дал нам. Joprojām paliek Dieva uzdevums izplatīt to, ko Viņš piešķīra mums. Это Царство Божье. Tā ir Dieva valstība. Он сказал, идите, научите. Viņš teica, ejiet un māciet. И все еще есть доброжелатели, Un joprojām ir labvēli, которые пытаются нас остановить. kuri cenšas mūs apturēt. Но я хочу обратить ваше внимание на эту мысль, что Бог поручил человеку свое имение. Bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Dievs nodeva tiem savu mantu. То есть все, что я имею, друзья, Viss, kas man ir, всю мою жизнь, visa mana dzīve, весь мой интеллект, viss mans intelekts, мои способности, manas spējas, те дары и таланты, которые Бог вкладывает в меня, tās dāvanas un talanti, ko Dievs ieliek manī, все мое окружение, visa mana apkārtne, все мое имущество, visa mana īpašums, все мои финансы, visas manas finanses. это все дал мне Бог. To visu man deva Dievs, Для того, чтобы я всем этим здесь управлял. lai es varētu to visu pārvaldīt šeit. И из этой притчи, мы не будем ее читать, мы знаем, Mēs nelasīsim to līdzību, mēs viņu zinām ļoti labi. что некоторые люди принесли плод. Daži cilvēki atnesa augļus, Они принесли прибыль. viņi atnesa peļņu, Кто-то не принес прибыль. kāds neatnesa peļņu. Но каждому человеку на земле Бог дал быть управителем какой-то территории. Bet katram cilvēkam uz zemes Dievs deva pārvaldīt kaut kādu savu dzīves teritoriju. Территории духовной, территории душевной, территории физической, территории финансовой. Vai tā būtu fiziska, finanses, garīgā, jebkāda sfēra. И очевидно, Un для acīm чего redzami, Бог дал это.
Priekš kam Dievs to deva? Чтобы мы приносили плод. Lai mēs nestu augļus. И здесь не идет речь о верующих или неверующих, это не имеет значения. Te neiet runa par ticīgiem, neticīgiem, tam nav nozīmes. Все люди на земле. Visi cilvēki uz zemes. Сейчас это практически 8 миллиардов. Praktiski tas ir tagad 8 miljardi. Все люди на земле поставлены для того, чтобы управлять его имением. Visi cilvēki uz zemes nolikti, lai valdītu viņa mantu. Это его земля. Viņa zeme tā Написано, ir. Господня земля и все, что наполняет ее. Stāv rakstīts, ka Dievs ir pār zemi un viss, kas to piepilda. Он сотворил землю, не мы. Ne mēs radījām zemi, bet viņš. Мы умеем портить, Mēs mākam sabojāt, загрязнять. piesārņot. Ну, много чего умеем. Nu, mēs daudz ko mākam. Все могу в укрепляющем меня. Visu māku Kristus spēkā. Но Бог нас поставил, чтобы мы управляли Его имением. Bet Dievs mums nolika, lai mēs valdītu, pārvaldītu viņa mantu. Абсолютно все люди на земле. Visi cilvēki absolūti uz zemes. И зачем? Priekš kam? Зачем нам управлять? Priekš kam Он jāpārvalda? каждому человеку дал, немного разные способности. Viņš katram cilvēkam iedeva tādus dažādākus, Tam в притче написано, dažādākas spējas. там образно написано, кому-то 5 талантов, кому-то там другое количество талантов. Tajā līdzībā ir tēlaini rakstīts kādam 2, kādam 5 talanti. У нас у каждого разные способности. Mums katram ir savas И spējas. говоря о финансах, мы сейчас на финансовую тему. Mēs tagad runājam par finansēm un sakarā ar to У нас совершенно разные способности. mums ir dažādas spējas Управлять финансами. pārvaldīt finanses. И знаете, я думаю, главная такая ошибка или заблуждение 90-х, Un es, ziniet, domāju, ka lielākā maldināšana 90. gadu cilvēkiem, когда говорили, что управлять большими финансами, быть, скажем, богатым человеком в физическом мире, kad teica, ka pārvaldīt par lielām finansēm un būt bagātām šajā fiziskajā pasaulē могут все. var visi. Нет, не все. Nē, nevar visi. Здесь написано, Te stāv rakstīts, кому-то 5 талантов, kādam 5 talanti, кому-то другое количество талантов. kādam cits skaits talanti. Нет, не все. Nē, ne visi. И именно это послужило, друзья, таким серьезным разочарованием Un tieši tas bija tāda liela vilšanās tajā, в 90-х, когда люди поняли, что они не способны. kad 90. gados cilvēki saprata, ka viņi nav spējīgi. Иоанн молится за Гая. Jānis lūdz par Gaju. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Речь о финансовом преуспевании. Как преуспевает душа твоя? Lūdzu par to, lai tava dvēsele, tā kā, lai tev ir tāda labklājība, kā ir tavai dvēselē, tās tev rakstīts. Я. Protams. И вот, друзья, насколько мы способны мыслить, Draugi, cik daudz mēs spējīgi esam domāt, насколько мы способны в своей душе, в своем сознании вместить в финансовой сфере, настолько мы способны управлять. cik daudz mēs sevi varam to atziņu ielikt iekšā, kā pārvaldīt finansiāli, tik daudz mēs varam viņu pārvaldīt. Способный управлять сотнями и, может быть, тысячами, не способен управлять миллионами. Tas, kas spējīgs pārvaldīt simtus un varbūt tūkstošus, nav spējīgs pārvaldīt miljonus. Он может в себе это развить, да, но это потребует некоторого времени. To viņš sevi var attīstīt, jā, bet tas prasīs kādu laiku. Но есть люди, которые никогда не смогут это развить. Это для них недоступно. Bet ir cilvēki, kuri nekad sevi šo nevarēs attīstīt, tāpēc, ka tas viņiem nav pieejams. Это не значит, что они какие-то плохие или что-то там у них неправильно. Нет, просто это не их призвание. Tas nenozīmē, ka viņi kaut kādi slikti vai savādāki. Nē, tas nozīmē, ka viņiem nav šī aicinājuma. Но каждый человек поставлен Богом здесь на земле управлять его имением. Bet katrs cilvēks šeit uz zemes noliks, lai pārvaldītu viņa mantu. И я всегда говорю, самый главный вопрос, Un es vienmēr saku, pats svarīgākais jautājums, который человек может задать себе. kuru cilvēks var uzdot pats sev. Зачем? Priekš kam? Зачем я управляю тем, что дал мне Бог? Priekš kam es pārvaldu to, ko iedeva man Dievs? Зачем? Priekš kam?
Нет ни одного человека на земле, Nav neviena cilvēka uz zemes, который бы управлял финансами для того, чтобы обогащать себя. kurš pārvaldītu finanses, lai bagātinātu pats sevi. Таких нет. Tādu nav. И есть, которые обогащают себя. Их много. Ir tādi, kuri tā kā bagātina sevi, un to ir daudz. Но нет ни одного, кому бы Бог сказал, обогащай себя. Bet nav neviena tāda, kuram Dievs pateica, bagātini pats sevi. Таких не существует. Tādu neeksistē. Конечно, мы пользуемся от управления Его финансами, Его территорией. Конечно, пользуемся. Protams, mēs izmantojam to, ko Dievs iedeva savā dzīvē. Павел говорит, ну какой воин служит на своем содержании? Bet Pāvils saka, kurš karotais kalpo savā nodrošināšanā. Павел говорит, ну какой пастух, пася стадо, не пьет молока от стада? Pāvils saka, kurš gans ganot lopu pulku nedzer pienu. Ну, конечно, пьет. Protams, ka dzer. Конечно, друзья, мы пользуемся тем благословением, которое Господь дает в мою жизнь. Protams, ka mēs izmantojam to labvēlību, ko Dievs dod manā dzīvē. И это есть Божий план, чтобы мы этим пользовались. Un tas ir Dieva plāns, lai mēs to pielietotu. Но цель, друзья, у всего этого несколько иная. Bet mērķis, draugi, tam visam ir nedaudz savādāks. Цель не в том, чтобы я пользовался и только я этим наслаждался. Mērķis nav tā, lai es tikai to lietoju un tikai to baudu pats. Нет такой цели. Nav tāda mērķa. У Бога есть одна Dievam мечта, ir viens sapnis, которой подчинено все. kurai pakļauts viss. Божья мечта, вот то, что в Божьем сердце, Dieva sapnis, tas, kas Dieva sirdī, чтобы все люди спаслись lai visi cilvēki izglābtos и достигли познания истины. un panāktu patiesības atziņu. И когда мои финансы Un kad manas finanses от Бога, которыми я управляю, no Dieva, kurus es pārvaldu, в конечном итоге направлены на реализацию этой мечты, galu galā, kas ir virzīti uz piepildīšanu šim sapnim, мои финансы в Божьей воле. manas finanses ir Dieva gribā. Когда мои финансы направлены на обогащение только лишь меня, любимого, Kad manas finanses vērstas tikai uz to, lai apmierinātu mani pašu mīļāko sevi, моей семьи и моего дома, mana nama un manas ģimenes, это не воля Божья. tā nav Dieva griba. Воля Божья Dieva griba распространять Божье Царство. izplatīt Dieva valstību. Воля Божья, Dieva griba, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. lai mēs esam bagāti uz katru labu darbu. Воля Божья, Dieva griba, чтобы я понимал, зачем Бог дал мне финансы. lai es saprastu, priekš kam Dievs iedeva man Бог finanses. дал мне бизнес. Dievs iedeva man biznesu. Бог дал мне возможность управлять Dievs deva iespēju pārvaldīt Его территорией. pār viņa teritoriju. Зачем? Priekš kam? Чтобы Божья воля осуществлялась. Lai Dieva griba piepildītos. И другой причины нет. Un cita iemesla tam nav. Поэтому мы в церкви жертвуем. Tāpēc mēs draudzē ziedojam. У нас у всех разные таланты. Un mums katram dažādi talanti. Но это у Бога совсем другая математика. Bet Dievam ir cita matemātika. Там бедная вдова, помните, 2 лепты пожертвовала. Atceraties nabaga atraitni, kura divas ārtavas ziedoja. Физически, наверное, меньше всех. Fiziski varbūt mazāk par visiem. Но Иисус сказал, она пожертвовала больше всех. Bet Jēzus teica, viņas ziedoja vairāk par visiem. Потому что математика совсем другая. Tāpēc, ka cita matemātika pilnīgi. Потому Иаков и говорит, богатых в этом веке увещевай. Tāpēc Jēkabs teica, šī laika bagātos māci, Чтобы они не высоко думали о себе. lai viņi nedomā augsti par sevi. Это Бог поместил вас в эту территорию финансов. Tas Dievs ielika jūs šajā finansiālajā teritorijā. Это Он дал вам больше талантов, нежели кому-то другому. И это не ваша заслуга. Viņš jums deva vairāk talantus un nekā citam kādam. Un tas Это nav jūsu nopelns. Это Его желание, это Его суверенное право. Tā ir viņa griba un tā
tās ir viņa tiesības. Кому-то дать больше. Kādam iedot vairāk, Но кому больше дано, bet kam daudz dots, с того что? no tā Больше спросится. daudz prasīts. Это не повод для личного обогащения, а повод Tas nav iemesls, lai bagātinātu pats sevi, bet задуматься о той серьезной ответственности, которую Бог на меня возлагает. padomāt par to milzīgo atbildību, kuru Dievs uzliek uz mani. Чтобы быть более аккуратным в финансах, которые Бог дал в мои руки. Lai būtu daudz vairāk uzmanīgākam par finansēm, kuras Dievs ielika manās rokās. Чтобы быть более внимательным к Его Слову и к Духу Святому. А что Бог желает, чтобы я делал с этими финансами? Lai būtu daudz uzmanīgākam pret to, ko Dievs saka svētajā garā, ko Dievs grib, lai es daru ar šīm finansēm. Поэтому, друзья, мы жертвуем, Tāpēc, draugi, mēs ziedojam, поэтому мы упражняемся, tāpēc mēs vingrināmies. потому что верному в малом дается больше. Tas, kas uzticams mazumā, tam piešķir vairumu. Послушному в малом, Tas, kas paklausīgs mazumā, послушному в десятине, paklausīgs desmitā tiesā. послушному в даянии, когда Дух Святой меня ведет, Tad, kad esi paklausīgs svētajam garam, kad viņš tevi vada, Бог дает больше. Dievs dod vairāk.